право собственности на жилье, которое появляется у тех граждан, которые приобретают это недвижимое имущество. И вот коротко, все агитаторы, по-другому их не могу назвать, которые ратуют за проект этого закона, они скрывают одну вещь. Строительство апарт-отелей никто в Абхазии против этого быть не может. Строительство апартаментов под продажу этих квартир – это другой бизнес. Вот апарт-отели – это туристический бизнес. То же самое гостиница. Да. А апартаменты на продажу – это девелоперский бизнес. Это совершенно разные виды бизнеса. Поэтому, когда идет игра словами, аббревиатурой, важно понимать, что это мошенники, это мошеннический вообще подход. За такое в нормальных странах, за то, что первые лица страны или там ответственные люди вот такие подмены терминов используют и внедряют в общественное сознание, это вообще политическое мошенничество. За это вообще надо привлекать к ответственности. У нас, к сожалению, и работают эти гражданские институты в полном объеме. Но по этой теме уже много сказано, я хотел бы коснуться не менее важного вопроса, а может быть и более важного вопроса, который, к сожалению, в обществе мало обсуждается. Я о нем хочу вам сказать. Это в отсутствии плана, в отсутствии реформ, вообще видения этой власти было подписано соглашение о признании судебных решений с Российской Федерацией по экономическим вопросам. Это соглашение впервые, вот это соглашение появилось в повестке, российской стороной было предложено 22 апреля 2019 года. Тогда состоялось первое заседание Абхазо-Российской межведомственной рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству, которое я имел честь с абхазской стороны возглавлять. Вот у меня здесь даже протокол, проект протокола этой встречи имеется в архиве. Там же на месте, исходя из мнения наших коллег, министр инвестиций тогда была Марина Шаловна Пилия, из мнения судейского корпуса исходили из мнения службы судебных исполнителей Абхазии. Этот вопрос мы отложили, не приняли в повестку, отложили рассмотрение, потому что мы исходили из того, что, во-первых, в Российской Федерации проживает свыше 50 тысяч беженцев, так называемых, грузинской национальности, которые имеют российское гражданство, и у них появится в результате этого соглашения вполне законное право обращаться в суды Российской Федерации для решения своих экономических и имущественных вопросов в Абхазии. Напомню, соглашение о взаимном признании судебных решений подразумевает, что, к примеру, решение любого российского суда имеет законную силу на территории Абхазии, и наша служба судебных исполнителей, наша абхазская власть обязана его реализовать в пользу истца. Ну и второе, это экономические споры, возникающие при ведении бизнеса с участием российских граждан или российского капитала. Теперь, после подписания этого соглашения, по любому из этих вопросов можно будет обращаться в суды Российской Федерации, и в Абхазии эти решения будут иметь законную силу. Вот сейчас было об апартаментах мы говорили. Хочу вам сказать, вот власть лоббирует активно проект закона об апартаментах. Купленные апартаменты гражданами России тоже подпадают под это соглашение, и все возникающие в перспективе вопросы, перевод там из нежилого в жилое и так далее, ну разного рода могут быть возникать вопросы, тоже в рамках этого соглашения могут быть реализованы. Вот или другой пример, мы реализовали весьма успешно программу 1,2 миллиарда кредитования российскими банками, вы помните, замечательные объекты, в том числе вот здесь Гранд-отель Сухум недалеко находится, прекрасный отель. Так вот, в рамках этого соглашения, которое подписали, появляется возможность у банка-кредитора обращаться в суд, допустим, Москвы и взыскивать недвижимое имущество на территории Абхазии. И опять же, мы будем обязаны все это забрать у наших граждан и отдать там какому-нибудь там банку извне. Ну или вот, все вы знаете вот пример Панова,
Ромы Герия. Вот такого рода вопросы по всей Абхазии будут возникать. К сожалению, несмотря на все эти объективные минусы, правительство одобрило это соглашение 28 апреля прошлого года, 2022 года. И министр юстиции 29 июня его подписал в Москве. И буквально вот в прошлом месяце российская... В Санкт-Петербурге, да, прошу прощения. И российская сторона уже внутригосударственные процедуры провела, ратифицировал, Совет Федерации одобрил, президент России подписал. Мы категорически выступали против тогда и выступаем сейчас. И да, объективно надо сказать, первоначальный проект соглашения, который мы видели в 2019 году, и тот, который подписали сейчас, претерпел некие изменения. Но даже с этими изменениями это соглашение является антинародным, потому что вот статья 1. Стороны взаимно признают и приводят в исполнение вступившие в законную силу решения судов и международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности. Что такое иная экономическая деятельность? Вот если взять там решение суда России, тоже есть определение, оно гораздо шире выходит за рамки предпринимательской деятельности. Там, кстати, отдельно и про ТСЖ, ТСН, про недвижимость сказано, определение есть, кому интересно, может найти, это в открытом доступе присутствует. Мы, надо признаться, предприняли все возможное для того, чтобы это соглашение не подписали. И хочу сказать, что я лично обращался абсолютно везде, куда моя рука дотянулась. И в службу судебных исполнителей я направил информацию. Кстати, Абхазская служба судебных исполнителей от меня узнала, что такое соглашение вообще собираются подписать. И направили запрос премьер-министру. Вот это запрос от 29.04.2022 года. Премьер-министр даже не удосужился на него ответить, проигнорировал его и дал команду подписать. И, конечно, это будет иметь очень серьезные негативные последствия для наших граждан и наших предпринимателей. Мы исходим из объективных реалий. Я в завершении хочу сказать, у нас уровень жизни, как вам всем известно, ВВП на душу населения в 6 раз ниже, чем в России. Не говоря уже о разном уровне возможностей предпринимателей наших стран. И это, кстати, при правильной аргументации всегда мы находили понимание наших российских коллег. Они нас понимают, просто нужно говорить о своих интересах и не стесняться. Но вот, к примеру, соглашение между правительствами наших стран 2009 года, оно же называется «Об оказании помощи Республике Абхазия в социально-экономическом развитии». Почему так оно называется? Это соглашение же не называлось о помощи иностранным олигархам на территории Республики Абхазия. Почему соглашение о помощи Республике Абхазия? Потому что российская сторона всегда исходит при правильной аргументации из того, что Абхазия после войны, плюс до 2000 года мы были в блокаде. Все понимают, что разрыв между уровнем жизни в России и в Абхазии, он большой. И поэтому мы исходили из того, что нам нужна помощь. Еще раз говорю, не помощь на территории Абхазии олигархам, которым сейчас правительство Абхазии всячески потворствует и хочет для них создать максимально комфортные условия, то, о чем было здесь выше сказано. И эти комфортные условия, они противоречат нашим национальным интересам. И у нашего правительства просто одна повестка. Как я уже говорил, что нет никаких планов, нет никаких программ развития. Есть одна повестка, это правовое обеспечение поглощения Абхазии иностранным крупным капиталом. И чем раньше мы их остановим, тем меньше вреда, на мой взгляд, они нам принесут. И единственный выход — это немедленная отставка. Потому что других вариантов нет. Все, что можно было в рамках закона, в рамках диалога, в рамках публичной дискуссии, которая отсутствует и на абхазском телевидении, об этом, наверное, здесь еще скажем, мы все это испробовали. Пока эта власть будет в своих кабинетах, пока это вредоносное правительство, которое занимается открытыми диверсиями экономического характера против нашего народа, будет находиться в своих кабинетах, будет вред по геометрической прогрессии увеличиваться. И единственный выход — это отставка. Больше других выходов нет. Спасибо за внимание.